Добрый день, уважаемые товарищи. Сейчас делаем операцию, которая на белорусском языке имеет название «Задерьте сраку». Опускать? Что робить? Поднять? Опускать? Все добро. А ты там болт не вытянул влево? Потянул, може, криху? Потянуть? Тікай. Болт от подушки остался. Мусить зашмат уперед дав. Потянул узад. Узад, да?
Каб на радиатор не пошло. Вылезь, може, поляди, каб на радиатор не пошло. Блять, спереду хоть цепляю радиатор. Радиатор не пошло. Блять, спереду хоть цепляю радиатор. Ну что робить? Вверх! Как я буду упереть, оно пойдет вверх. Не дает трубка воздушная, эти компрессора железная, медная даже. На этой машине стоит железная. Мы ее меняли годов 12 назад. На шелка сидит, не уперся. Плохо, когда сзади не видно нифига. Сбоку гораздо лучше снимать. Вперед! Вверх! Страшно круг держать.
Круг еле зацепленный. Первый раз снимается, потому так. И тот двигатель первый раз снимал в жизни его. Нет тонких кружков у меня таких. Телескопом опущу, чтобы поближе стоял. Славка ему раз то боку подперти шоколиком яким-то, не повалится. А он теперь не повалится. Будем ставить двигатель. Поставили новые фильтра. Такие его, наверное, смешат. Бог с ним. Я стрелой возьму. Укоротить стрелу! Плохо видно. Я не такой еще. Я еще не очень опытный крановщик. Может, даже совсем неопытный. Убирали лишнюю проводку, проложили шланжик, кто я привез с Минска новый, фильтра, кембриками еще увязали на раме. Завтра будет еще мой один водитель. Может, вверх, чи вперед? Немножко левее, да? Да тебе чуть-чуть. Уперед. Зачепився ззаду недя. Зачепився ззаду недя. Так я його натягну.
Чуть-чуть до тебе дам капельку. До тебе дам капельку. Первый раз ставлю двигатель сам. Ставил двигателей сотни, но тельфером или чужим краном. Глянь спереду, Славка. Глянь, успеем, ё. Там новый радиатор. Меняли года 2 назад. Машина мало ездила. 1,5 может. Опускать! Трубка компрессора за шпильки зацепилась. Может чуть-чуть до тебе дать капельку? Повернуть может вправо. Опускать! Вот сейчас опасный момент прошел, потому что крюки бог знает держат. Уже если упадет, так не на человека. Завтра коробка, кардан, центрация. Центрацию на сегодня сделал, но может так быть, что придется переделать. Это сцепление. Тут двигатель решили будем делать на земле. На машине больше с ним возни. Потом поставим. Потом тут какие-нибудь кирпичи себе буду возить, там блоки. Проверим, как он будет ходить. В жару покатаемся летом. Все равно сегодня все машины загрузить невозможно. Работы нету, и нету денег на восстановление всех машин. Сегодня мой Славка не злой, вчера был злой. Сегодня его лучшее настроение. Вчера обижал меня. У нас есть тельфер, мы раньше ставили тельфер на двигателя. Или просили какой-нибудь кран, в основном трактор белорус, с таким вот гидравлической стрелой коротенькой. У нас частников нет, все государство. Я единственный здесь в этой округе частник. Ну есть там какие-то частники, но это в основном папики присвоили
кусочек государства. Цепили вагончик. А чтобы так вот с простых деревенских, так я, наверное, единственный. Вентилятор не усунули, сейчас будет беда. Надо вот этот движок пихать назад. Приподнимать, потому что он не войдет. Может, я приподниму, Славка, назад пихнем? Так, может, не влезе он. Поднять, может, вверх? Пошел, пока еще не сел, пошел. На подушке не сел, пока пошел нормально. Такое необычное, кто не работал с импортной техникой. Все пластмассовое, хотя все очень качественное. Все в иномарок, все качественное. Непривычно, если в МАЗе погнул вентилятор, то его можно поравнять, а здесь погнуть не получится, можно только побить. Первое время, когда были первые иномарки, страшно было к ним прикоснуться. Я Вольву гонял в основном на сервисе, там вообще тупые слесаря, просто на деньги разводили, как казино какое. Каких чудес были наделали. В основном на сервисах нет опытных слесарей. С мобильником в ухе, с ксерокопией от компьютера, принтера с бумажкой, что-то пытается делать. Конечно, краном ставить в 1000 раз удобнее, чем тельфером. У нас тельфер есть, а ямы нет. Тельфер ходит только у боки и вверх-вниз, а взад-вперед не ходит. Как машину поставишь сразу, так потом и мучаешься. Опустить? Пытается попасть в болты. Может, вниз?
болтов. Мы этот двигатель наберем, а ту машину собирать надо где-то искать на разборке. В Беларуси не получится найти. Надо будет за границей искать. Болты двигателя не продаются в этих магазинах. Ну что, один болт ставим. Ставим все остальное. Не буду мучить ваши глаза. Ну вот, поставили, все совпало, все попало, ничего не сломали. Днем еще слесарь поменял корзинку с того двигателя вместе с диском. Здесь диск новый. Мы его меняли перед Новым годом. Вот такие я привез с Минска хомутики. 2 уже поставили, 2 поставим завтра. Это на те шланжики. На том вот двигателе, снятом с белой машинки, стоит еще родной заводской ивековский генератор. Правда, шкив напополам перерезанный. Надо будет завтра шкив поменять. Тут даже ремень стоит Ивеко оригинал. Вот такие симперитовские шланжики я привез на печку. 8 метров купил. Завтра будем ставить коробку передач, кардан. И может, если Бог поможет, если не будет дождя, там и каких-то других неприятностей, может даже заведем. Вот такие вот дела. Спасает меня мой ивановец. Я без него просто пропал бы. До завтра, уважаемые товарищи.